Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. На что благословляют вас небеса? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Я думала, тут будет одно событие, а здесь их несколько. Ну что ж, давайте разбираться. Начнем с вот этой очень интересной картинки. Смотрите, видите, женщина летит головой вниз с какой-то вершины. И вы эту женщину как-то, не знаю, скидываете, опрокидываете, толкаете, может быть. Женщина, которая возвышалась над вами. Женщина, которая давила на вас, создавала вам проблемы, мешала вам, в чем-то вас ущемляла, зажимала, вредила в конце-то концов. Да? То есть эта женщина враг, недоброжелатель, женщина, которая, плохо с вами поступила, мягко скажем, да, плохо. Причинила, может быть, вред какой-то существенный. Опять же, мужчины и женщины, кто меня смотрит, одинаково для всех, потому что именно в юбке показали, женщина падает вниз. Вам дают благословление на то, чтобы вы эту женщину, этой женщине, да, дали сдачу, чтобы вы ее наконец-таки скинули с этой ее вершины, как говорится, убрали помеху со своего пути. Вам, кроме благословения, будут даны еще и силы и возможности, знаете, такие рычаги давления, управления. И вам нужно будет сделать этот решающий шаг, либо это движение, толчок, да, толкнуть ее со своего пути, в конце-то концов. Я вижу, что вы человек добрый. Я вижу, что вы будете, скорее всего, сомневаться, переживать, а правильно ли это, а нужно ли это, а по-христиански ли это. Да, прям такие мысли будут рождаться в вашей голове. Высшие силы говорят: вперед, действуй, пришел твой звездный час. Если ты этого не сделаешь, либо ты этого не делаешь, пиши пропало, да? Чего потом жаловаться? Не надо потом жаловаться. Вы почему попали на мою отсыпку? Вы сейчас должны все это воспринять, продумать и прийти к какому-то своему решению под влиянием этой информации. Кто-то решит, скажет: да, чувствую, могу, буду, сделаю, а кто-то скажет: буду терпеть. Такой человек. Но высшие вам прям так и передают: действуй, все хорошо, все в порядке. Время пришло тебе освободиться, либо избавиться от своего врага-недоброжелателя. Но видите, как летит вниз головой. Больно ударится. Потом уже не оправится, не встанет. Но этот толчок, этот удар нанесете вы, либо вы должны нанести. Вот знайте это для себя. Девочки, у кого проблемы в семье, либо в отношениях, да, есть любовница, либо соперница, по-разному бывает. Девчонки, действуем радикально и жестко. Вас на это благословили. Сможете, счастье свое сохраните, защитите. Побоитесь, отвернетесь, понимаете, да, пиши пропало. Вас на это, кстати, благословили. Так, здесь у меня очень интересная картинка. Женщина, ребенок и троечка. У одних отыграется, что через 3 месяца
вы сможете забеременеть, либо в течение 3 месяцев вы забеременеете. А у других информация о том, что вас благословили на, например, 3-го ребенка. 3-й ребенок в семье, да, либо будет 3 ребенка в семье. Прям четко так 3 показали. Так, здесь, кстати, знак мудрости через какие-то сложные, не знаю, экзамены, знания, обучение. Опять же, это может быть трудно вот чисто по восприятию, так как это наука сложная. И также это может быть трудно в плане оплаты. Да, может, как придется платить за знания, за образование. В наше время это очень дорогое удовольствие. Но вам говорят, не бойся. Не бойся, во-первых, как возможность будет, деньги будут, время будет. Ты сможешь. Ты сможешь пройти обучение, ты сможешь впитать все эти знания, ты сможешь там, сдать экзамен, да, либо воплотить все эти знания в жизни. Это надо делать, понимаете, надо. Хотите развиваться, хотите лучше жить, хотите большего в жизни добиться, но тогда, как говорится, вперед, вперед и только вперед. Высшие говорят, это твое. Вот это именно то, чего не хватает. Да? Сдать какой-то экзамен, получить какую-то корочку, либо пройти какое-то обучение, опять же, получить диплом. Это надо делать. Вот. Бери и делай. Да? Ничего не бойся, ни о чем не думай, бери и делай. Так, еще здесь за закрытой дверью есть какая-то очень большая рыба. Дверь закрыта, и она как-то от вас вообще далеко находится, то есть в каком-то другом месте, в другом городе, в другой стране, на другом континенте. Но эта рыба, как бы она априори ваша. Вы об этой рыбе, возможно, думаете, либо скоро услышите и будете думать. Высшие говорят, не бойся, действуй. Эта рыба у вас опутана под какими-то ветками, как ветки, провода, кабель, опять же, может быть. Это интернет. Интернет, там, телефонная связь, там, мобильная связь. То есть не бойся, действуй через интернет, через телефон. Эту рыбу ты получишь. А рыба очень крупная. Это вообще мне очень похоже на тунца. Тунец — наша ценная рыба, да? Если у вас какие-то есть проекты в интернете, либо вы думаете заняться каким-то проектом в интернете, вот 100% высшие с вами говорят, вот кулачки держим, давай, начинай. Эта дверь вам откроется. Причем откроется, знаете, как на вылет. Как если дверь ударить ногой, да, она прям так раскрывается сильно-сильно, широко. Вот и у вас такая ситуация произойдет. Главное, чтобы вы никого не слушали, поскольку у вас тут какие-то советчики, извините, с вавкой в голове, которые вам всякие глупости могут говорить, либо советы давать. Знакомые, может быть, вы с кем-то консультировались, там мало знакомый человек, но он типа консультант, я все знаю. Вот, мог там вас запугать, наговорить всякое сложное. На самом деле все будет очень легко, и это прям ваше, и вам нужно этим заниматься. Если, конечно, хотите вот эту огромную рыбу себе получить. Вот. Если вы не станете этим заниматься, это будет упущенная возможность. Как-то так вышло. Так, еще какие-то документы, либо бумаги, то, чего вы хотите, но не решаетесь. Либо вам кажется, что вам не дадут, либо у вас не получится это все получить. Здесь однозначно идет ответ, что нужно, во-первых, повернуться к этой ситуации, в ней нужно разобраться, ее, возможно, нужно изучить, получше изучить, потому что у вас поверхностные знания, поверхностная информация об этой ситуации, об этих документах. И то, что у вас будет несколько возможностей на то, чтобы эти документы получить, это 100%. Вам высшие говорят, захочешь, твое будет. Будешь так вот спиной дальше сидеть, соответственно, оно мимо пройдет. Да? Без тебя никто этого не сделает. То есть нужно самой делать документ. Вам дадут. Почему-то мне идет какой-то документ. Может, паспорт какой-то, может быть, какая-то виза, какое-то разрешение. Что еще может быть? Лицензия может быть какая-то. Не знаю, вид на жительство.
здесь возможность есть, и она не одна, их несколько. То есть либо разными путями, либо в разное время. Но надо повернуться, надо изучить, и нужно приступить. Так идет. Так, а еще. Вот здесь вас благословляют на то, чтобы вы раскрыли свой талант. Свой талант, свою способность, свое умение, свое мастерство. То, что вы обладаете талантом, это бесспорно. То, что вы его принимаете, но это двойственно. Ну, кто-то думает о себе, что да, вот у меня получается лучше, чем у других. Либо да, я, возможно, могу. Но как смелости не хватает. Смелости. И вам высшие говорят: не тормози, не тормози. Делай, делай, раскрывайся, показывай себя. Со всех сторон показывай. Повернись к людям и покажи то, что ты умеешь делать, то, на что ты способна. Знаете, вас даже кто-то будет об этом просить. Просить, да, вот, например, вы, ну, допустим, вы умеете что-то делать. Знаете об этом вы там и какое-то ограниченное число людей. Допустим, кто-то кому-то проболтался, к вам приходят и вас просят: сделай мне, либо сделай для меня. Да, и вы поймете, во-первых, что это нужно, во-вторых, что люди в этом нуждаются, и остается дело за малым, чтобы вы побороли эту свою стеснительность, либо нашли какой-то метод, способ заявить, ну, прям всему миру о том, что вы обладаете каким-то талантом, каким-то свойством, каким-то умением. Развивайтесь, однозначно развивайтесь. Здесь вас точно благословили. К вам и люди будут правильные приходить. Правильные. Вот, люди, которые, знаете, как будут о вас дальше передавать информацию. Люди, которые искренне будут вам благодарны за ваш талант, за то, что вы делаете. Так, ну и венец. В венце у меня пара. Пара очень счастливая. И здесь вот огромный аист стоит. Если вы видите на такой на длинных ногах. И вот у него клюв. Вот у него эти перышки его красивые. Прям аист — это семья. Счастливая семья. У кого-то даже отыграется как рождение ребенка. Причем ребенок родится, ну, допустим, уже у зрелой пары. Да, не у молодых там, ну, у молодых-то понятно, само собой все произойдет. А люди уже взрослые, с определенным опытом, жизнь прожили. Да? Может быть ребенок, либо ребенок будет взят, например, на воспитание. Ну, шикарный знак, и вас небеса благословляют на личное счастье. Особенно вот девочки, женщины, кто долго не мог устроить свою личную жизнь, либо у кого личная жизнь была тяжелой, трагичной, несчастливой. Вот именно для вас идет предсказание, что счастье, оно у вас впереди. Вас благословили на то, чтобы вы любили и были любимой, на полную взаимность и на очень гармоничные отношения. Сейчас, возможно, ну, допустим, вы в отношениях, которые не приносят вам счастья. Появится новый человек. Кто-то, например, нашел своего человека, но отношения как-то совсем не клеятся, либо в какой-то мертвой точке оказались. Высшие силы сделают все, чтобы вы друг к другу повернулись, чтобы вы друг на друга какими-то новыми глазами посмотрели, чтобы вы друг друга наконец-таки сумели рассмотреть вот по-настоящему, кто вы друг другу есть, да, приходитесь. Но я с уверенностью могу сказать, что на эту отсыпку пришли женщины, мужчины, кто в будущем будет очень счастлив именно в личной семейной жизни. Не просто личная жизнь, там, нашли хорошего любовника, либо любовницу и все. Типа, можно больше ничего не взять. А здесь именно по аисту это семья. Семья хорошая, семья счастливая. Семья, кстати, у кого очень такой достойный быт. Да? Люди богатые, зажиточные, люди, которые не нуждаются. То есть все-таки аист, причем такой огромный, вышел. И он вас объединяет. Сейчас, видите, каждый смотрит в свою сторону, в свою дорогу, либо своими делами занят. Но
Счастье, оно как на роду написано, да, и высшие говорят, это 100%, да, это ваш вариант, вы будете счастливы. Так что все еще у вас впереди, мои хорошие. Знаете, очень мне нравится эта отсыпка, и знаки мне нравятся, и полная чаша мне нравится, и любовь мне нравится, и аист этот замечательный, и рыба шикарная. Мне все здесь нравится. Вот абсолютно, даже то, что вы своего врага скинете, тоже очень нравится. Кто зашел на эту отсыпку, я вас поздравляю. Вы зашли на нее не случайно, вы пришли услышать о своем будущем. Вы пришли услышать, узнать, да, что для вас пути дороги в основных аспектах жизни открыты. И высшие всегда рядом и будут помогать. Призывайте высших сил, просите о помощи. Поверьте, вам всегда придет отклик, всегда придет ответ. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.